«Напиши письмо маме». Подведены итоги конкурса, организованного Отечественной почтой. По всей стране проходила акция, где дети от 10 до 13 лет смогли проявить себя в написании писем про свою семью и про маму. Маленькие авторы описали то, как они видят своих родителей. Лучшие письма были удостоены наград. Руслан Харизов далее. Государственное предприятие «Кыргызпочтасы» провело конкурс «Письмо маме», приуроченный году нравственности, воспитания и культуры, а также к ежегодному празднованию Дня матери в Кыргызстане. Конкурс направлен на побуждение к размышлениям о ценности материнства. Письма писали дети от 10 до 13 лет. Курманбек Асаналиев – ученик 5 класса из Джалалабадской области. Как и многие дети по всей стране, решил поучаствовать в конкурсе и написал письмо о своей маме. Никто ему не помогал, признается мальчик. Курманбек стал победителем конкурса сочинений. Ему вручили диплом и денежную награду в размере 10 тысяч сомов. Я написал письмо, историю о своей маме. Когда мне было 5 лет, маму не стало, но я хорошо ее помню. Со всего Кыргызстана сотрудники почты получили свыше 200 писем с сочинениями. Дети отражали образы своих мам и рассказывали, что для них значит материнская любовь. Помимо призовых мест, также были присуждены 4 поощрительных приза. Мы должны уважать своих мам, пока они живы, нужно ценить их. С помощью таких мероприятий мы стараемся научить молодое поколение уважать матерей. Мы прочитали много писем и были очень растроганы тем, что дети пишут о своей семье. Такие мероприятия планируется проводить ежегодно, ведь, как показывает этот конкурс, детям даже больше, чем взрослым интересно писать письма, излагать свои мысли на бумаге. Конкурс прошел 3 этапа. Первый – это районный уровень, областной, сегодня уже республиканский уровень. Да? При подведении итогов конкурса нам было очень сложно, потому что такие письма, мы даже не ожидали, что дети могут написать такие письма. По сути, некоторые члены комиссии просто приходили и плакали, не могли оценить. На дворе 21 век. Бумагу и ручку уже давно заменили смартфоны и планшеты. Ведь с их помощью отправить письмо за рубеж за пару минут не проблема. Однако почтой в стране пользуются регулярно. Например, отправляют весовые посылки и перевозят грузы. Руслан Харизов, Бекназар Шермамбетов, НТВ.